Владислав Арденбехтез Хуайбеш Рахзапша Хунткарат музей Пси, Апсна Хунткара Хепшимра Закупара Пышва, Хамтаз би Ареалква, Аджера, а перспектива Кваха тема Сизмаз от Саара Дырат конференция, Уйдала Хунажу Хуйкайдет, Апсна Хада Рауль Хаджимба, от Саара Дырат конференция Джубаски Дух Гулит, а Ахат Вапстула одно Усквар министр Дмитрий Медоев, Яра Эйчеркайт, Республика партия обслужила рак за форуми, Арденбехтез Хуайбеш музей, Дермит Гуля Ихтез Абсолютно гуманитар Саараква институти. Изласовил за Саараква Хабказара Джиха написал Милатра Хепшимраз Акпара Айтапква Зки Фипсинюджа Псинюджаха Шукскварз Хадгопхарала и Хацхрауаз Арторух а политика Цага Абсда Хепшимра аз Хазара Аторух Зин Шата Абсдам Рагулрах Пимра Шарах фронт стратегия тактика Эймадара Абсна Яд Казалаз а экономика санкция Хора Пахраза Урстула Хунткара Дума Аусура Урстула Абсна Амилат Шартадар Агарант Ахасабалуха Убасигирстге. Хатырскую конференцию Ялахузаги. Шайра Дара Гохора Дуахнатит и Дабу Бидудза Хачасхуд Яхаби Айкшура и Чузка Азрых Зала. А конференция Скуп Хасто Ашуксазы Апсважлар Езгварту Адахакузаги Ирхадо Джинштул Бейбишра Яйрамш Эжух Башукса Хацра Ирубас Жашукса Хацра Апснахунткара Хацара. Хатырску хаважлар, хатырску хасастру. Сентотуи ашукс хапсадгил хепшимрей, уи аз хацарей рюбилейт рыцфква и рышуксу. Уи хтысла ибею, егя вадаюра пенгыла хамазырге, хавиныцка хажлар гупсыкала и шыртаху вящом, хаяйра хатурух аз хапшра, уи зхы акузаз апсны, Ацейра, Ядерпшиз, Агумшара, Хатыркцарыла Азнейра. Атурухт, Гуалашарей, Амилат Хдыррей, Ейкут Хашарымам, Убрякант, Яхя Абраам, Аква, Владислав Ардзенба Ихдзху, Ахзапша Амузей Аджа, имя Пысва Хайзереге, Ацагду Амал. Необходимость анализа и обобщения богатого и уникального опыта национально-освободительного движения в нашей стране, тенденций развития общественно-политических процессов, приведших в конечном итоге к реальному воплощению права нашего народа на самоопределение, продиктовано логикой судьбоносных событий и внутренне осознанным стремлением двигаться уверенно по пути дальнейшего укрепления своей государственности. В то же время 25-летие независимости и победы, десятилетие признания Республики Абхазия Российской Федерацией наполнены глубоким символическим смыслом, духом постоянной и последовательной борьбы за возрождение и восстановление ценностей, определяющих суть нашей национальной идеи. Эти даты, характеризующие драматизм и социальную остроту выстраданной независимости и свободы, несут в себе не только историко-политическую, но и в определенной степени идеологическую нагрузку. В ареале абхазской действительности для самосохранения нашего этноса, для судеб ряда малочисленных народов, на долю которых выпали тяжелейшие испытания, по большому счету и для всего Кавказа, события, разворачивавшиеся начиная с 80-х, 90-х годов прошлого столетия, сыграли неоценимую роль в плане самоидентификации нашего народа, национальной безопасности страны и, в первую очередь, восстановление государственного суверенитета, подвергавшегося жесточайшим репрессиям в годы сталинизма. Эти вехи наполнены глубоким трагизмом. В то же время они имели переломную значимость, подтолкнули нашу страну, наше общество к качественно новым, разительным политическим и социальным переменам. У истоков нашей независимости стояли достойные представители нашей национальной интеллигенции, общественности, научной, творческой, политической и военной элиты. Даже в эпоху тоталитарной системы, несмотря на гонения и преследования, они продолжали ставить на самых высоких государственных уровнях острые вопросы, связанные с сохранением национальной самобытности, языка, культуры, печати, радиовещания, образования на родном языке, истории, географии, топонимики и многих других ценностей, без которых было бы немыслимо полноценное развитие нации и государства.
Наши ученые квалифицированно опровергали антинаучные измышления грузинских авторов, отрицавших автохтонность нашего народа, открыто выступали против мононациональной идеологии грузинского правительства, возведенной в ранг государственной политики. Борьба с грузинской национал-шовинистической пропагандой, откровенной, ассимиляторской и целенаправленной переселенческой политикой длилась на протяжении целого ряда десятилетий. Нараставшая с каждым годом волна массовых политических протестов тех периодов захлестывала всю Абхазию. В прошлом году исполнилось 40 лет знаменитому абхазскому письму в высшие органы государственной власти бывшего СССР. Пережив немало тягот и лишений, выдержав суровые испытания времени и исторических обстоятельств, народ Абхазии неотступно шел по пути восстановления и возрождения своей подлинной истории. Вопрос о невозможности нормального, цивилизованного сосуществования с Грузией и необходимости восстановления политического и правового статуса СССР Абхазии 1921 года был вновь поставлен в известном Лыхнинском обращении. Аналогичное требование было выдвинуто и в письме Президиуму 19-й партийной конференции, подписанном 60 представителями абхазской интеллигенции и общественности республики. Особое место в новейшей политической истории нашей страны занимают трагические страницы Отечественной войны народа Абхазии. Сложным был путь к международному признанию независимости нашей республики. Драматические события, пережитые нашим народом, подтверждают его готовность к дальнейшей борьбе и неутомимой деятельности во имя сохранения и приумножения наших бесценных завоеваний свободы, независимости и укрепления государственного суверенитета Республики Абхазия, служащего гарантией полноценного развития всех ее граждан, всего нашего многонационального общества. Апсна агенткара знысы замья, хажлар рхакуитрат кфара, апыша пкааге рейзер хара, хазы и хвалпшу. Сгуяна говорит, агурагарагисыму, ава давирака харьяйна, зиквила, апсна ацейра рху, зкуртаз аус, хзапшала, аме пгача ахшапшу. И все решают, а вам чухва, а их зарачуцква, а из разра. Совсем недавно исполнилось 265 лет завершения миссии первого посольства Осетии в Санкт-Петербурге. Именно это посольство заложило основы современных осетино-российских отношений, пройдя непростые испытания временем. Эти отношения стали не только братскими и добрососедскими, но существенно расширились, а в наши дни переросли в полноценные межгосударственные отношения. За последние 2,5 века российско-осетинские отношения прошли через непростые испытания. Общие исторические корни, духовное родство, добрососедство, дружественные межгосударственные связи – вот что отличает сегодняшние отношения Осетии и России. Наиболее сложный период в новейшей истории Осетии завершился 26 августа, когда Республика Южная Осетия получила официальное признание со стороны Российской Федерации. Осетины вновь обрели государственность, утерянную более 6 веков назад в результате сложных исторических катаклизмов тех времен. Как и сегодня, так и в далекие времена Кавказ являлся ареной борьбы крупных региональных держав, которые пытались вовлечь в свои военно-стратегические союзы игорцев Кавказа. После воцарения на российском престоле в 1741 году Елизаветы Петровны политика России на Кавказе стала постепенно принимать более стратегический характер, и поиск осетинами политического союзника, защитника в лице могущественного северного соседа совпал к середине XVIII века с возродившимися геополитическим интересом России к Кавказу. В ноябре 1742 года архиепископ Иосиф и архимандрит Московского Знаменского монастыря Николай составили донесение императрице, в котором указали приблизительную численность населения. Цитирую: обоих полов более 200 тысяч душ, а также определили их христианское вероисповедание. Издревле онный осетинский народ бывал православной, христианской. Особый интерес в докладе вызывает пункт о том, что осетины ни в чем подданстве не состоят, а ныне онной
многочисленный народ состоит в своей воле. Понеже как турки, так и персиане, никто ими не владеет. Елизавета Петровна своим указом поручила коллегии иностранных дел составить полный доклад об Осетии. 5 января 1744 года глава коллегии иностранных дел, канцлер Алексей Петрович Бестужев-Рюмин, исследовав осетинское дело по различным источникам, представил в Синод доклад, в котором подчеркнул важнейшую для России мысль. Осетины народ вольный и ни под чьим владением не состоят, и к России настроены благожелательно. Указом, изданным в мае 1749 года, Елизавета Петровна назначила проведение переговоров с Осетией, и уже осенью того же года представители всех осетинских обществ юга и севера направили в Санкт-Петербург своих представителей для ведения переговоров с официальными лицами Российской империи о покровительстве и союзничестве. Дипломатический вояж, который завершился в 1752 году, имел огромное значение. Первые осетинские послы сумели доказать важность и взаимную необходимость союза с Россией в непростых политических условиях того времени, тем самым заложив основу для дальнейшего стратегического партнерства. Жизнь показала правильность этого пути. События конца 80-х, начала 90-х годов 20 века ознаменовался целым рядом трагических событий для народов Кавказа, в том числе для народов Абхазии и Южной Осетии. Именно эти события, а затем и войны, развязанные грузинскими режимами против наших народов, привели к радикальным геополитическим изменениям и, как следствие, образованию на Южном Кавказе новых независимых государств, республики Апсны и государства Алания. Тезис, исключавший разделение единого осетинского национального организма и одновременно невозможность пребывания Южной Осетии в одном государстве с Грузией, был выдвинут в самый разгар этих событий, на пике грузинского национализма. Он был впоследствии юридически закреплен результатами референдума, который был проведен в Южной Осетии 12 ноября 2006 года. Он содержал единственный вопрос о независимости. Итоги именно этого референдума легли в основу указа президента Российской Федерации за номером 1261 от 26 августа 2008 года, в котором говорилось, учитывая волеизъявление юго-осетинского народа, признать Республику Южная Осетия в качестве суверенного и независимого государства. 14 августа в 11 часов вечера на туристическом автобусе от здания Конгресса кабардинского народа выехала первая группа добровольцев, представителей Конгресса кабардинского народа и Адыга-Хаса во главе со Сналивым. Миновав территорию, контролируемую грузинскими войсками, 15 августа в 17:15 группа прибыла в город Гудауту, где султан Сосналиев возглавил штаб обороны народного ополчения. Надо отметить, что заявление президента МЧА Юрия Хамзатовича Калмыкова было сделано еще до официального обращения руководства Республики Абхазия к руководителям и народам Северного Кавказа с просьбой об оказании незамедлительной помощи. Такое заявление председатель Верховного Совета Республики Абхазия Владислав Арцба сделал 16 августа 1992 года. Оно было адресовано к парламентам, президентам народа мира, в котором содержалась просьба срочно оказать давление на Госсовет Грузии, заставить его отвести войска и технику с территории суверенной Абхазии. 18 августа 1992 года в Чеченской Республике, в городе Грозном, где находился Центральный штаб Конфедерации горских народов Кавказа, проходила 10-я чрезвычайная расширенная сессия парламента Конфедерации горских народов Кавказа. В постановлении, принятом 10-й сессии, выражается решительный протест политики Госсовета Грузии и российского руководства в Абхазии. В постановлении также содержатся принципиальные пункты. В случае продолжения оккупации Абхазии объявить о начале военных действий Конфедерации горских народов в отношении Грузии со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поддержать инициативы Международной Черкесской ассоциации в начале формирования добровольческих частей для защиты справедливого дела абхазского народа и направить вооруженные формирования конфедерации в Абхазию.
С самого начала войны пунктами сбора добровольцев были Нальчик и Грозный. Из Грозного отправлялись уже вооруженные отряды добровольцев. Противоречия в российско-политической элите, начавшееся противостояние между Верховным Советом Российской Федерации и президентом Ельциным, позволили буквально через несколько дней после агрессии Грузинского Госсовета в первые дни войны вооруженным отрядам добровольцев из Кабардино-Балкарской республики, Чеченской республики Ичкерия, Республики Адыгея, Карачаево-Черкесской республики прибыть в Абхазию. Именно тогда, в самый сложный период, с 15 по конец августа 1992 года, в Абхазию пришли несколько интернациональных отрядов северокавказских добровольцев. Через Абхазию прошли более 1000 добровольцев из Чечни и 1000 добровольцев из Кабардино-Балкарии. Командование войн Госсовета Грузии вначале не воспринимало северокавказских добровольцев как сколько-нибудь серьезную силу. Эдуард Шеварднадзе называл Конфедерацию горских народов Кавказа бумажным тигром, а командующий грузинскими войсками Каркарашвили каким-то горным союзом, который найдет здесь братскую могилу. Однако после первых же боев грузинское командование оценило по достоинству северокавказских добровольцев и стало добиваться их вывода с территории Абхазии. Добровольцы принимали участие фактически во всех боевых операциях вооруженных сил Республики Абхазия с начала и до конца войны. Добровольческое движение не появилось на пустом месте. Его появлению способствовала огромная подготовительная работа общественных организаций. Айдыгалра, Адыгахаса, КБР, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Конгресс кабардинского народа, Международная черкесская ассоциация, Конфедерация горских народов Кавказа и конкретных личностей, которые я хочу упомянуть. Муса Шанибов, Юсуп Сасламбеков, Иса Арсамиков, Геннадий Аламия, Гурам Гумба, Хамзат Ханкаров, Динга Халидов, Руслан Гвашев, Альмир Абрегов, Амин Зехов, Ибрагим Науржанов и другие. В конце 80-х и начале 90-х годов прошлого столетия на необъятном пространстве бывшей советской супердержавы стали бурно разворачиваться поистине судьбоносные политические события. По образному выражению Юрия Хамзатовича Калмыкова, страна напоминала кипящий котел. Усиливавшиеся центробежные процессы неминуемо вели к распаду СССР и разрушению многоступенчатой иерархии народов и наций сталинской модели национально-государственного устройства. В непростой ситуации, выстраивающегося вокруг парада суверенитетов, Абхазия не могла оставаться в стороне от процессов, способных привести к ломке закостенелой политической системы. В конце 80-х годов в Грузии вновь усиливаются национал-шовинистические настроения. Громогласно заявляют о себе неформальные политические организации, выступающие с радикальными требованиями об упразднении автономии. Эти явления заметно ускорили процесс активизации национально-освободительной борьбы. В новейшей политической истории Абхазии дата 13 декабря 1988 года и события, связанные с ней, знаменуют собой переломный этап в национально-освободительной борьбе абхазского народа. В этот день в Сухуми в Абхазской государственной филармонии состоялся первый учредительный съезд нового демократического общественно-политического движения, занявшего свое достойное место в процессе возрождения независимого абхазского государства. На широкую политическую арену выходит Народный форум Абхазии Айтгылара. Его руководителем был избран писатель Алексей Гогуа. И на саммите Язгвастарцтахуб Айтгылара хапше и шарцикыз хачча база корча Аичка Араджец Адгылара Ацшерцраге. Принятие парламентом Грузии в 1989-90 годах ряда постановлений о недействительности всех договоров, заключенных грузинским правительством после февраля 1921 года, привел, как известно, к правовому вакууму во взаимоотношениях Грузии и Абхазии и фактическому упразднению абхазской государственности. В этой ситуации лидеры нового движения Айтгылара настойчиво и последовательно добивались принятия решений, способствовавших сохранению конституционных и политико-правовых основ государственности Абхазии. Результатами этих усилий стало принятие Верховным Советом Абхазской АССР Декларации о государственном суверенитете Абхазии. Данный акт свершился 25 августа 1990 года в Сухуми. Рейто Аджурье и Бзиеный Фигуалашвин. Шакай и Марьям Зкивши Пшини Вябашксазы Абасипша политика документа Аткулар. Абстанабхгара Чатепха Дакуаныз Клоза Кырт Хоракун. Уртадшки Пшхтулы Хажлари Хепшимри Чаголон.
Карт неформал печкара, койдаре адачи ичапса, амарт хорепши идхалан, ичапшин. Аха абас шиқаз гейдгулара қатарныксы епсна напхгара чихаз, а патриотпам чирапы рулшит, мадзаргам абрезара усадлон хапка кахвенткар, а политика статус хараз кшез апсара угва адгулара. Ари рабхет пишачан республика Сталин и хан, волюнтарист хасабла иладрухе за суверенитет айташи гургулара амьёджа. Уже через год после создания Народного форума Айтгулара выходит в свет независимое печатное издание новой организации газеты Айтгулара «Единение» на абхазском и русском языках. Их главными редакторами являлись Геннадий Алами и Николай Джонова. Несмотря на определенные сложности цензурного характера, материалы о деятельности Айтгулара звучали с экранов абхазского государственного телевидения в программах национального радиовещания. Это были первые ростки независимой печати в нашей республике, нарождавшиеся в условиях казарменного единомыслия советской эпохи. Как уже было отмечено на данной конференции, в выступлении президента Абхазии заслуживает большого внимания и оценки 36-тысячной народной сходной исторической поляне в селе Лыхны, на котором его участники приняли знаменитое обращение к высшему политическому руководству страны с требованием о восстановлении статуса СССР Абхазии 2021 года. Документ, принятый на сходе, подписали многие представители высших руководящих органов республики. Во главе с первым секретарем Абхазского обкома партии Борисом Адлиба, председателем Президиума Верховного Совета Республики Валерианом Кубахи. С подобным прецедентом советская система не сталкивалась нигде в пределах бывшего СССР. Решения Лыхнинского схода были адресованы руководителям советского государства Горбачеву, Рыжкову, также академикам Марчуку, Смирнову, Кудрявцеву, Брамлею. Сход ярко продемонстрировал высокий уровень самосознания абхазского народа и его политическую культуру. Раз это козы Лыхны пейзера дуяр ходжи русский их тасаникос, а политика таглазаща. И хараги карта совет дабхараджи тас даррыдглуючи расхомгоз, а идглара лидерчи абснапартият напхгаре принцип хазчезма за цара корчей либакан дарыз закых схопшал газ Лыхнут и абхер на бахейц хацарюз ауп. А совет системы и хаца на квазасивший прецедент Шамахамзер Чергиу Пуломс. Наиболее объективную оценку политико-правовым взаимоотношениям Абхазии, Грузии, Южной Осетии того периода дал академик Андрей Дмитриевич Сахаров, выдающийся ученый и правозащитник в своей известной публикации в журнале «Огонек», предлагал начать с полного демонтажа имперской структуры. Только так можно решать национальную проблему в малых империях, которыми по существу являются союзные республики, например, Грузия, включающая в свой состав Абхазию, Осетию и другие национальные образования. Это высказывание выдающегося ученого привело в шок грузинскую политическую и творческую элиту, избалованную дифирамбами и подчеркнутым пиететом в свой адрес. В ответ на требование Лыхнинского обращения о восстановлении государственного суверенитета Абхазии в Сухуми и других городах и районах Абхазии по указке из Тбилиси проводятся антиабхазские забастовки и митинги. В апреле 1989 года перед зданием Сухумского грузинского драматического театра, ныне Русского театра Сухумского, студенты грузинских секторов АГУ начали заранее отрежиссированную сидячую забастовку, основным требованием которой было открытие Сухумского филиала ТГУ. Города и районы нашей республики были ввергнуты в пучину беспорядков, провокационных акций. Ситуация усугублялась решением правительства Грузии о создании в столице Абхазии филиала Тбилисского университета, спровоцировавшим процесс разделения по национальному признаку не только коллектива Абхазского университета, но и многих государственных и общественных организаций и учреждений республики. На фоне трагических событий в Абхазии 1989 года грузинские средства массовой информации продолжали нагнетать обстановку. На всех уровнях шла разнузданная пропаганда, направленная против абхазского национально-освободительного движения и конкретно против лидера Айтгулара. Прокуратура, КГБ, МВД Грузии при поддержке грузинской части тех же структур в Абхазии сфабриковали сотни уголовных дел против лиц абхазской национальности, инкриминируя им разжигание национальной розни. В тот период Айтгулара практически была единственной общественной структурой, взявшей на себя и правозащитные функции. Ехепши школачует, а при том, что Хараюк Айтгулара дака корчикепхез, Юль Пешар, Цуртхтысква, Халы Эйчахказ, Ехепшим Рыцамта, а текст. В то же время НФА заметно усиливает свою деятельность по укреплению связи с новыми общественно-политическими движениями Северного Кавказа.
Так, по инициативе Народного форума в Сухуми 25-26 августа 1989 года состоялся первый съезд горских народов Кавказа, на котором была учреждена Ассамблея горских народов Кавказа, первым президентом которой был избран Юрий Шанипов. Пользуясь возможностью, хотел бы отметить, что взаимодействие между абхазскими и юго-осетинскими национальными движениями в рамках Конфедерации народов Кавказа всегда отличалось высокой активностью и интенсивностью. На фоне событий, разворачивавшихся в Абхазии и на Северном Кавказе, заметно актуализируется деятельность народных депутатов СССР от Абхазии. Глубоко продуманные, убедительные выступления Владислава Григорьевича Ардзинова с высокой трибуны Первого съезда народных депутатов от 2 июня 1989 года, основанные на достаточной историко-политической аргументации, убедительно опровергавшие официальную позицию грузинского руководства, имело широкий общественный резонанс. По сути, оно открыло глаза миллионам граждан бывшего СССР и других государств на подлинную и объективную историю нашей страны, на драматическую судьбу малочисленного абхазского народа, на долю которого выпало много тяжелых испытаний. Данное выступление снимало с Шеварднадзе его фарисейскую гримасу. 22 сентября 1990 года в Москве открывается первый съезд представителей национально-государственных и национально-территориальных образований народов, не имеющих своей государственности. Съезду предшествовали поездки полпредов НФА в регионы страны, включая Сибирь, Дальний Восток, Среднюю Азию и Поволжье. Съезд принял ряд резолюций, связанных в частности с проектом нового союзного договора, а также с восстановлением прав репрессированных народов. Высокую организаторскую роль Айтгулара в проведении съезда отмечали и в российских средствах массовой информации, в частности газета «Коммерсант». Думаю, запомнилась миротворческая роль Владислава Ардзинова на съезде, весьма дипломатично и мудро сумевшего снизить накал взаимных упреков между осетинской и ингушской делегацией, присутствовавших на съезде. Позже НФА примет участие в учреждении Всесоюзного общества «Мемориал», Международной ассоциации демократических организаций МАДО, а Айтгулар становится одним из учредителей организации непредставленных народов, так называемой Малой ООН. Первая ассамблея ОНН проводилась в Гааге в феврале 1991 года. 3 февраля 1990 года в Сухуми состоялся второй внеочередной съезд НФА. Новым руководителем Народного форума был избран историк Сергей Шамба. Айтгулар и Владислав Ардзинов выиграли кампанию по проведению референдума, значительно увеличив количество своих сторонников в республике. Да, референдум не стал панацеей по спасению СССР, но для Абхазии он явился серьезным поводом и рычагом для консолидации общественности нашей страны против тбилисского диктата. В 1990 году Верховный Совет СССР принял закон, регламентирующий порядок выхода Союзной Республики из СССР, в соответствии с которым автономные образования, входившие в состав союзных республик, которые ставили вопрос о выходе из Союза, могли самостоятельно решать этот вопрос. Однако Грузия осуществила выход из СССР, совершенно игнорируя данный законодательный акт. Выйдя из Союза, грузинское руководство провозгласило не имеющими юридической силы все правовые акты, принятые в Грузии за период существования советской власти. Была отменена действующая Конституция, восстановлена Конституция Грузии 1921 года. Таким образом, руководство Грузии зафиксировало факт отсутствия с момента провозглашения своей независимости государственно-правовых взаимоотношений с Абхазией. Как известно, в Конституции Грузии 1921 года Абхазия как субъект еще не значилась. Новые политические реалии дали Абхазской республике основание не принимать участие в выборах президента Грузии в работе ее органов власти. Совершенно очевидно, что Абхазия не могла одновременно являться и субъектом СССР и входить в состав независимой Грузии. Развитие событий приводит к тому, что Верховный Совет Абхазии в целях преодоления правовой неурегулированности между двумя республиками 23 июля 1991 года принимает решение об отмене Конституции 1978 года, в то же время осознавая свою ответственность и пытаясь найти политический путь выхода из оставшегося положения, Верховный Совет Абхазии 12 августа 1992 года обращается к Госсовету Грузии. В нем, в частности, отмечалось, Верховный Совет Республики Абхазия вновь заявляет о своем желании сохранить связи с Грузией. Твердо выступает за их установление на новых цивилизованных и равноправных основах, которые исключают диктат и подчинение, омрачавшие на протяжении десятилетий отношения между абхазскими и грузинскими народами. К сожалению, в Грузии даже не сочли нужным обсуждать эту проблему.
24 июля 1992 года в Дагомысе проходит встреча Бориса Ельцина и Эдуарда Шеварднадзе. Решения, принятые на ней в обход абхазского руководства, будут иметь роковые последствия для всего народа Абхазии, вставшего на путь политического и социально-экономического возрождения своей республики. На 14 августа 1992 года было назначено заседание Верховного Совета Абхазии, на котором предусматривалось обсуждение проектов новой Конституции республики. Это был цивилизованный парламентский путь урегулирования конфликта двух государств. Однако члены Госсовета Грузии, пришедшие к власти путем военного переворота и получившие по Ташкентскому соглашению огромное количество вооружения, менее всего были склонны к переговорам и компромиссам. Развязанная грузинскими властями война привела и к фактическому разрыву государственно-правовых отношений между Грузией и Абхазией. История распорядилась таким образом, что 14 августа не суждено было стать датой, предвещающей вступление в стадию поиска путей новых равноправных государственно-правовых взаимоотношений Абхазии и Грузии. Эта дата стала днем вооруженной агрессии Грузии против Абхазии. В политической хронике республики, в жизни и исторической памяти нашего народа днем общенациональной скорби. Аԥсуа ҳәынҭқарра ииуа иалагеит ахәбатәи абжьбатәи ашәышықәса раан Византиа. Уи ишәгәалашәоит, Римтәи империа ахәбатәи ашәышықәсаан ианеилаҳа, ара мрагыларатәи ахәҭа Византиа ҳәа ахьӡын, убри абзоурала Аԥсны зегьы аҳас Леуан актәи данарҭа. Уи аамҭазы ҳара иаҳбоит акы ҳәынҭқарраны, аҳәынҭқарра еилакны убас иуҳәар ауеит, маҳратраны Аԥсны зегьы аӡәыкны аҳ дарҭоит. Аха хазы ихьыԥшымтәу ҳәынҭқарран иҟалоит аабатәи ашәышықәсаан. Ашьаҭа зкыз изыргылази аԥсуа ҳәынҭқарра аҳ Леуан аҩбатәи иакәын. Аибашьра ашьҭахь Аԥсны Республика реиҳаӡоу Абжьгара Совет абҵарамза ижәыфба зқьышә-иԥшьыни жәаԥшь шықәсазы иаднакылоит аконституциа. Иагьарбоуп Ареспублика Аԥсны ари ихьыԥшым демократиатә зинтә ҳәынҭқарроуп ҳәа. Ареферендум ҳаман зқьышә-иԥшьыни шықәсазы убысҟан ҳара ишьақәҳарӷәӷәеит иҳамаз зегьы алшарақәа. ООН иаднакылаз жәларбжьаратәи аиқәшаҳаҭра, аекономикеи, асоциалтәи, акультуратәи зинқәа рзы жәаф цәыбра зқьышә-иԥшьыни шықәсара арезолиуциа ҩышә иануп. Ажәларқәа зегьы ирымоуп азин рхатә зҵаарақәа рыӡбара. Убри азин инамаданы дара рхала ҭынч еиҿыркаауеит рполитикатә шьақәгылара, иақәиҭуп аекономикатә, социалтә, культуртә ҿиара аилыргара. Ихадоу шьаҿақәас изҳәо амилаҭ хатәы политикатә шьақәгылара азин аҭара иԥхьаӡоуп. Аус зуа аконституциа, уи закәанла еиҿкаау жәлар рхаҭарнакцәа ирыдызкылаз, аус зуа апарламент, азакәанԥҵаратә мчы аманы, азакәанқәа апарламент иаднакылаз хымԥада зегьы атәылауаа, аҳәынҭқарратә мчы аинститутқәа иацныҟәо, жәларбжьаратәи азин, ақәҵарақәа, аԥышәа инамаданы Аԥсны иҭышәынтәалоу ҵакыла де-факто, нас де-иуре ҳәынҭқарроуп, иамоуп ахатәы аиҿкаареи, анапхгара асахьеи, аҩныҵҟатәи аилазаареи, уи зегьы шьақәырӷәӷәоуп аконституциаҿы. Ари атәыла иамоуп иарбанзаалак ихьыԥшыму аҳәынҭқарра иҷыдоу аҟазшьақәа, адгьыл, аргаматә мчра, азакәан аҳаракыра, аҳәынҭқарратә аппарат, убас егьырҭгьы аҟазшьақәа. Ара иқәынхоит жәытәнатә аахыс аԥсуа милаҭ, араҟа инхоит егьырҭ амилаҭқәагьы. Аԥсны аҳәынҭқарратә мчы закәанла, зинла ишьақәгылоуп, ажәлар зегьы рыхьӡала хаҭара азнауеит, аҳәынҭқарра иамоуп иреиҳау мчы егьырҭ ауаажәлартә институтқәа рҿы. Поздно вечером 28 сентября, уже после освобождения Сухума, в ходе сентябрьского наступления состоялось совещание командиров Абхазской армии с главнокомандующим Ардзинбо, в ходе которого генералы заявили, что надо закрепиться на реке Килосур и подготовиться к дальнейшему наступлению. На это Ардзинбо отреагировал, что Восточный фронт уже не имеет патронов, а они идут в рукопашную и не отходят. В результате было принято решение о продолжении наступления. И к середине дня 29 сентября бойцы Гумистинского и Восточного фронтов встретились на реке Кудор. Таким образом, наличие двух Гумистинского и Восточного фронтов и их стратегическое и тактическое взаимодействие явились основополагающими и важнейшими составляющими, оказавших непосредственное влияние на ход войны в Абхазии и стали основным военным фактором ее победоносного исхода 30 сентября 1993 года. Мы же помним ту ситуацию в недавнем прошлом, когда находились в полной блокаде,
когда говорить о нашей ближайшей перспективе не приходилось. Выживали как могли все вместе. Естественно, в тот период не было никакой экономики, не было вообще никакого развития. Но в те сложные времена Владислав Григорьевич Ардзинба и его соратники сумели выстроить дееспособные институты государственной власти, сплотить общество вокруг исторической идеи строительства суверенного государства, уровень безопасности страны и тогда соответствовал периоду времени угрозы. До 2008 года не могло быть, если бы эти эффективные институты власти, где работали в полном объеме. 26 августа 2008 года была признана независимость Республики Абхазия и Южная Осетия. Соответствующий указ был подписан президентом Российской Федерации. Признав независимость Абхазии, Россия выступила гарантом ее существования в качестве независимого государства и мирного будущего абхазского народа. Договорно-правовая база двухстороннего сотрудничества включает более 100 двухсторонних документов различного уровня, в том числе основополагающий договор о дружбе, сотрудничестве, взаимной помощи от 17 сентября 2008 года и базовый договор о союзничестве и стратегическом партнерстве. Как прописано в базовом договоре о союзничестве и стратегическом партнерстве, в частности в статье 5, формирование общего пространства обороны и безопасности, также создание соответствующих структур для реализации положений договора, создание объединенной группировки войск для отражения агрессии, то есть вооруженного нападения против любой из сторон, совместные действия по охране государственной границы Республики Абхазия с Грузией, а также морских границ, на которые распространяется суверенитет, суверенные права и юрисдикция Республики Абхазия. Между аппаратом Совета Безопасности Республики Абхазия и Российской Федерации налажены тесные практические контакты. На данном этапе внешние угрозы, современные вызовы минимизированы. Республика Абхазия находится в стабильно безопасном положении. В арсенале международного сообщества имеются различные виды санкций: торгово-экономические, финансовые, транспортные, политические. К сожалению, вынужден констатировать, что в отношении Абхазии были несправедливо применены почти все из них, в результате чего республика многие годы находилась в фактической блокаде. И первые шаги к изоляции Абхазии были сделаны еще в сентябре 1993 года, как вы помните, когда в связи с началом сентябрьской наступательной операции абхазской армии по освобождению города Сухум, так называемые либерально-демократическим кругам в российском руководстве удалось добиться прекращения электроснабжения республики, отключения телефонной связи, закрытия границы по реке Псоу, что очень больно ударило по населению Абхазии и без того измученному войной. 19 декабря 1994 года правительство России приняло постановление номер 1394 о мерах по временному ограничению пересечения государственной границы Российской Федерации с Азербайджанской Республикой, Республикой Грузия. В пункте 8 указывалось, что введение этих мер якобы вызвано войной в Чечне и носит временный характер. В соответствии с этим постановлением был прекращен пропуск через государственную границу Российской Федерации лиц, транспортных средств, грузов и товаров, следующих из Азербайджана и Грузии. Однако, под действие этого постановления попала в первую очередь Абхазия, упорно не признаваемая ельцинским руководством в качестве независимого государства. Одновременно с этим был введен запрет на пересечение границы по советским паспортам лицам с абхазской пропиской. 20 декабря 1994 года, то есть на следующий день после принятия постановления, руководство Абхазии обратилось к президенту России Борису Ельцину, председателю Совета министров РФ Виктору Черномырдину и министру иностранных дел Козыреву. В обращении говорилось, что тяжелейшее экономическое положение республики, усиленное введенной только что блокадой, не позволяет создать соответствующих условий для восстановления нормальной жизни республики. Владислав Ардзинба комментировал введение санкций так: границу закрыли под абсолютно надуманным предлогом. Я считаю, что нам надо дожить и продержаться до того момента, когда политика России будет определяться ее национальными интересами. Блокада Абхазии вызвала одобрение так называемой либерально-демократической части российского истеблишмента, полной симпатии к Грузии и ее лидеру. Но в то же время справедливое возмущение со стороны представителей, скажем так, государственно-патриотического крыла. Ареной борьбы за снятие санкций против Абхазии стала Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации. Уже 24 февраля 1995 года Госдума РФ приняла постановление номер 555 о гуманном отношении к нуждам населения Абхазии, где отмечалось, цитирую: «Закрытие правительством Российской Федерации государственной границы по реке Псоу, приостановка допуска в Российскую Федерацию неграждан России, транспортных средств и грузов, следующих с территории Республики Грузия, поставило все, а особенно население Абхазии, на грань выживания, холода и голода». Конец цитаты.
Считаю, что ужесточение пограничного режима, вызванное внутрироссийскими причинами, не должно приводить к еще большему ухудшению положения наших соотечественников за рубежом. Депутаты Госдумы рекомендовали правительству РФ рассмотреть вопрос о смягчении пограничного режима на границе с Абхазией, предусмотрев в качестве первоочередных мер упрощенную процедуру ее перехода пенсионерами и женщинами, открытие гуманитарного коридора для снабжения населения Абхазии продуктами питания и предметами первой необходимости. Конференция яднакыло абхерадекст хавшапхой абсолютно милат пхакитра тукфара яму фишкусало петурах. Абсолютно карцша еевшему империи мчеракойши пжегузги уртр геополитика пендатларчи и рулши трапсадгилы рыжлари рейкурхара. Хамилатрзин трагедия бабсниколейт зевит фишкусазин ирхоргаза депортация массала пехрачара. И хэппи абсолютно карра приоритет хада перваку по мхаджир реевин шез хайвла рейд кулара ртурок трапсадгилы хрырхон процесс амчхад айзерхара. Айвит фишкусала гамтинаркна пшини вебапяшкус корпанза абсо милати интеллигенции рулшузик харцойт хайвла ретна культура пхаджри рхатохент карра суверенитеты политика тмюала рехчерезен. Хайвлара халгордат из Сталин системой и насакяхмтез амтез обсняма за кепшумрат статус аларпра репрессии парамтез хайвлара пхегуицу за кюлар тархара абсу школ кораркра абснатуруха и топонимики фальсификация а карту безфемчила алагалара картулан пихопхезара чала картова абсар абснуха яга нырхара еевшим абсу район корча картуан клавка Рейчкара, Кыртвамацура Ава, система на Пхарат Пуспарта Пурышка, Рнагара, Абснутия Милат Кадр Паручахора. Арткоз Якыртва национал шовинист Мчеркая, Ахними Прикоза ассимилятор политика Яхтаган, Абсу интеллигенции Айвлари, и Рейгаза Хатарнаксви, Асипшика за экспансия, Жагула Накфарами Прыгун, Уяхтан Хаба Абско, Рацвена и Шацизги, Зхивши Пшини Вивя, Пшини Вяхшскорзен, и на Лукаша Милат Пхягулы Владислав Григорий Парцмайна Пхарала, а карту агрессия и геноцид Ирчагула запснувила Реалдерша за Хаквитри и Хапшимри Яхтныртит, Зекюлер, Тейра, Репстазарка. Уртичек Дергулы Татурух Пцабрг, а Хечтрах и Дрхан ведь вяю фишку сазби, Анзеразмо, Абсуавенткар, Пыша, а традиция, Абснахепшимра Заку Парашау, он из Карпи, Тараха, Инхози, Инцуаз, Игецоз, Альжуар Рипш, Нырц пиапсуа диаспора хатарнаксви Герубасан Хоцкавказ пи яишара тужларка урстулпи атула чатшкор хатарнаксви вишпаюк. Хайфлар джинчтулпи бишран яшера азкум аррат яйра ширгазги шеварднадзе и режиме и политика стандарт пиркну хозам черпы сгившипшини визеющих санзе обсна экономика пи политика пи блокада мачази такнирмен. Юнизки Абаш Хазин Абснахепшим разы референдум Алысшепа Егирт Азин Актка Вилабьяра Пезин норму Кочетаси Газану Рустулапи Федерации Зханазейт Абснавенткарра Хепшимра Ерубас Хитула Хепшимра Зхарти Дегерта Венткаррака Арахача Гулуп Наски Цацгудов Хазахаб Хадзойт Абсни Ахац Вапстулы Урстулам Чили Эмпыцана Халас Аннексия Зизнауз территория Кофе Картпе Политиксфи Урт братушара перед гуличи гарацуйта згудо ганегарка. Хара хакфн хойт хату конституция, хату суверен территория хамопи, хамоп хату хенткарат символика, имя фагойт хату демократия принцип, азеп шуютуйся гуманитар зинт карака, апсни урспила и рыбжо паид гулари стратегии пиюзлеризы авенткарат пейкшахатра. Арахакут сбойт ехо виранзе гепснагана хала картпила имя пнагою хачрака змо политика. Ганкахала хайвила разатынчер по инициатива квадр швофе пацаны, дача ганкахала карта обснамью ширка циркует. Уимо хочет хореография коллектив, абсо спортсменша, аванрс пачачака хаарцу и рыч клопшна, ашепхискор заларцу, деевшим схараж вартапорт. Айцлабра курчак кулара козин рымтерцезен. А карту политик Свецарова Иван Зипша закай тарквит и царквит абснатурах, хайвлар автохтон холчтра. Айвлар чала и аргаза хепшимра курс псахра акум. Абарт козик хасабр зуны, нас гедуния чищев кулах милат кор политика тхатха аксара принцип хатара аксаны, а бхера кахцоита дуни вилар бжера пейчкара, кайфанер светула кверна бхгара парламент ко рах урти зхарта цахатут урух и демократию пуфет зоул из мобсна венткара хепшимра. Арьезцарат шерхокум царула жнера хапопшуит. А увидь юси айвлар пердуней вилар бжера бзин хадаква ратамбара акуна.
Аԥсны Хьыԥшымреи иааиреи жәохәба хыҵреи уи Урыстәыла изҟанаҵеижьҭеи жәашықәса аҵреи ирызку жәларбжьаратәи аконференциа алахәылацәа Аԥсны Аҳәынҭқарра Аҟәа ҩнызқьаа башықәса лаҵарамза жәаф.